Ассаламу алейкум. То, что происходит у нас дома во время карантина, не должно было происходить, если бы дома был закон, дома был порядок, и дома был бы реально избранный народом правитель. Потому что избранный народом правитель не будет обогащаться за счет народа, не будет утверждаться за счет народа, а будет наоборот переживать и думать о народе и будет прилагать все усилия для того, чтобы ни один человек, который находится под его рукой, не нуждался в чем-либо. В мире есть много стран, где условия карантина произошли на должном уровне. И это большие страны, не маленькие страны, где количество населения исчисляется десятками миллионов. И поэтому у них нет никаких проблем, у них нет голодающих, у них нет людей, которые взывают к помощи, потому что изначально, прежде чем объявить карантин, то или иное государство разработало целую систему, чтобы не было никаких казусов, не было никаких форс-мажорных обстоятельств. Но Кадыров и его компания выбрала иной способ, иной путь. Обладая колоссальными финансами, им ничего в голову не пришло, помимо того, чтобы закрыть чеченцев, закрыть всех по своим домам. Более того, когда люди возмущаются, когда люди требуют и просят помощь, эти люди, Кадыровы, они пытаются заткнуть таких людей, запугать этих людей, чтобы они молчали. Вот. И последний шабаш, который был сделан Кадыровым, отдых на природе, это реально пир во время чумы. Это издевательство, натуральное издевательство. Когда как они могут жарить шашлыки, смеяться, слушать музыку, когда буквально в паре километрах от них находятся люди, которым нечего есть, есть люди, которым реально очень плохо, и они не знают, как дальше жить. Вот об этом стоило бы подумать, вот об этом стоило бы побеспокоиться. В Чечню вливаются колоссальные деньги. Из них треть, как минимум, оседает в карманах Кадыровых. Как минимум. И они ничего не делают, и ничего не предпринимают, чтобы в республике реально воцарился мир. Наоборот, они обогащаются. Наоборот, согласно религиозному преданию, «Летта нобия шугейна ждузурдац», что означает «только земля наполнит ваши животы». Вот это главный ваш принцип, к сожалению. Вы не можете взять из той части, которую выделяет вам Россия, а пару процентов остальное выделить на здравоохранение, на ремонт, не знаю, коммуникаций, третье, десятое, сделать социальную политику, социальное жилье. Эта область действительно должна была быть вконец решена для чеченцев. Ом дейду мабовшаш, бой, тагайтах. Вы же говорите, что вы отцы чеченского народа. Покажите народу, что вы действительно переживаете за народ. Покажите. Действительно,
Честь и достоинство чеченского народа побрано именно вами. И вы по сегодняшний день продолжаете творить тот геноцид, который начали делать еще русские в самом начале. Вы проводники этого геноцида. Да, он сейчас проявляется немножко в ином свете. Сейчас не бомбят, нету артобстрелов, нету зачисток 3-10. Но что поменялось? Что поменялось? Неужели обычный, простой, рядовой чеченец живет спокойно, вздохнув полной грудью? Неужели он может сказать: да, вот то, что я сейчас заработал, мне будет хватать там на месяц, на 2? Нет, такого нет. Хотя вы обогащаетесь, хотя у вас есть. И вы, я уверен, что искренне удивляетесь, когда тот или иной чеченец просит помощи у вас, потому что у вас она есть. У вас есть эта помощь. Вы можете обратиться к Кадырову. Кадыров вам и любому, кто приближен, поможет. Но не поможет тому чеченцу, который живет где-то в селе, где-то на окраине Грозного. Обычный чеченец. Но когда что-то произойдет, этот обычный чеченец скажет что-то, выскажет свое мнение, вы тут же найдете его и попытаетесь унизить публично, выставив его на центральное телевидение. Это не признаки здорового государства. Это не признаки здоровой политики. Так поступают только временщики, которые пришли на землю, на ту или иную землю, на ту или иную должность зарабатывать. Вы и зарабатываете. Вы делаете деньги на чеченском народе. Хотя божитесь, клянетесь, что независимы от федеральных денег, независимы от Кремля, хотя это полная чушь. Если бы была политика по спасению, по реабилитации чеченского народа после колоссальных 2 войн, все немного иначе было бы. Действительно, там была бы медицина, действительно, там бы действовали центры психологической помощи, потому что после таких войн нельзя просто на второй же день убрать то, что у тебя было в голове, и жить. Хотя, а как жить, когда нету ни одной промышленности, нет никакого соцпакета, нет ничего этого. Хотя у вас все это есть. Вы лечитесь за пределами республики. Вы купаетесь в роскоши, когда обычные чеченцы побираются, выживают. А потом, когда та или иная правозащитная организация, любая организация, журналисты или кто-либо, когда вам ставит в укор, а почему масса чеченцев уезжает из республики? Вы молчите. Вы начинаете врать, что это уезжают те, кого обманули, кому там в Европе сказки рассказывали. Никто никакие сказки не рассказывает. Каждый человек, у каждого человека есть инстинкт самосохранения. Никто не будет желать своим детям будущее в никуда. Никто не будет жить в Чечне из-за того, что вы хотите, чтобы они там жили. Им нужно кушать, развиваться, какое-то будущее строить. Неужели вы считаете, что чеченцы ниже достоинством вас или кого-либо? У каждого чеченца есть достоинство. Каждый чеченец хочет, чтобы его семья жила в достатке. Поэтому большинство чеченцев выбирает уехать из этого ада и мало-мальски, но спокойно жить в той или иной стране в мире. И я вас уверяю, что как только чеченцы уезжают
и оседает в той или иной стране, уаллахи, эти люди живут с полной грудью спокойно. Они знают, что на их честь, на их достоинство, на их семью, детей, на их жизнь никто не будет посягать. И мне прискорбно говорить такое и осознавать, что каждый чеченец считает себя в безопасности за пределами Чеченской Республики, а не в Чеченской Республике. Когда должно было быть наоборот. Когда мы должны были, все чеченцы должны были считать, что мы в безопасности в Чечне. Но из-за вас, из-за путинского режима в Чечне, из-за вас, который продвигает путинский режим в Чечне, мы не можем считать, что мы в безопасности в Чечне. В Чечне на сегодняшний день жизнь обычного чеченца не стоит ничего абсолютно. И это по вашей вине. Я не знаю, что вам еще сказать. От того, что вам что-то скажут, я не думаю, что что-то поменяется, потому что вам вливают не нулями. Ваши вложения, которые Россия вам вливает, не исчисляются нулями. Это исчисляется тоннами. Вам приносят тонны денег, и вы не знаете, как их реализовать, что с этими деньгами делать. Вы реально пируете на костях. Вы реально плюете в душу каждому чеченцу. У нас никогда не было господ, у нас никогда не было рабов до появления вас. И иншаллах, ваше явление, оно является временным. Всему свое время. Придет время, и это все уйдет.